Перед тем, как стать настоящим солдатом, призывникам необходимо пройти медкомиссию, проверить зрение, вес, рост, ухо, горло, нос. Далее приемы невролога, терапевта и стоматолога. Заключение, годен или нет, остается за медиками. Очередь дошла до Аслана Батырова, никаких жалоб у парня на здоровье нет. В военкомат явился, как только исполнилось 18. В Вооруженные силы России мечтал попасть с малого возраста. Планирует пополнить войска Национальной гвардии. Родители стремление парня поддержали. Была мечта с детства. У нас брат мамы работает там уже. Я им сказал, что я вот так вот отскажу, потом себе вот четкую работу найду, такую мужскую работу, и устроюсь. Буду дальше жить. Ничего там такого нету, что бояться или не отправлять их. Вместе с Асланом ряды Нацгвардии планирует пополнить и Магомед Шаухалов, наш коллега, оператор национальной телерадиокомпании. Таким способом он решил на своем примере показать, что служить в вооруженных силах России – обязанность каждого гражданина страны. Перед военным комиссариатом Назрановского района стоит задача подготовить 80 новобранцев. Порядка 200 человек за месяц в рамках осеннего призыва уже прошли медкомиссию. Многих из них по состоянию здоровья оставили в запасе. Частая болезнь. У наших ребят вот очень много, которые имеют плоскостопие, имеют вот по зрению, вот по почкам, вот желудок, вот, который вот, обычно худощавый молодой парень, вот обязательно у него бывает проблема вот с желудком. Призывников отправят служить в элитные войска, зенитно-ракетные, войска военного морского флота, Национальной гвардии, воздушно-космические. В республике будут призваны 200 человек. Призывная кампания, как заявляет в военном комиссариате, идет по графику, но есть небольшие нарекания. Многие родители отговаривают сыновей от прохождения обязательной службы, боясь, что тех перенаправят на СВО. Мы как-то стараемся убеждать родителей, если данный наш военнослужащий не заключил контракт, то их не имеет права забирать на спецоперацию. Я считаю, что не стоит родителям беспокоиться. Такие вот вопросы. Это уже 6-я группа новобранцев, которую отправляют из Назрановского района. До конца месяца ряды вооруженных сил страны должны пополнить еще несколько групп. Тем временем повестки призывникам давно розданы, но не все из списка прошли медкомиссию. В связи с этим администрация Назрановского района повторно оповещает молодых людей, подлежащих призыву. На очереди улица Оздоева в селе Экажево. В доме 96 проживает Муса Чилиев. По словам отца, сын в отъезде находится на лечении. Делится, что Муса не прочь и сам отслужить, так как вся семья увлекается военным делом. Заверил, что сын от армии не уклоняется и по приезде пройдет медкомиссию. Благодарственный письмо тешилдей. Эзгянки вахертиш добровольно надо ваха. Счет таехаш призыва. Велха почти цеми док духа деш сардат сугуш. Вот так. Там дис. По состоянию здоровья, да? Да, состояние здоровья. Я грибок, да, уняхтар. Из Экажева по плану должны подготовить 10 новобранцев. На весь Назрановский район в списке 40 человек. При призывном ресурсе более 2500 людей. За месяц было отправлено 8 человек. На уклонистов уже поданы акты в Следственный комитет. На них будут возбуждаться уголовные дела. Украине глава государства Путин хаянт сагугватся. Что положение? Шей ташуй дахка, табах уже шей болхи
Качадеш, вот те, которые уже пути открыты. Низкий показатель выполненного наряда связан со спецоперацией. Родители боятся отправлять своих детей в армию, думая, что тех перенаправят на Украину. Не подходят даже те, кто имеет законные основания на отсрочку. Не отметившись в военном комиссариате, они рискуют стать уклонистами и попасть под уголовную статью 328. Адам Гулоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.